По приказу министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Нурлана Ермекбаева, соединения и воинские части вооруженных сил были подняты по сигналу в рамках проведения крупномасштабного стратегического командно-штабного учения Айбалта-2019. По информации пресс-службы Минобороны Казахстана, основными целями учения являются совершенствование слаженности органов военного управления, повышение полевой выучки войск и выработка устойчивых практических навыков у штабов и командиров в управлении войсками. В учении задействованы порядка 8 тысяч военнослужащих и более 2000 единиц вооружения и военной техники, включая фронтовую и армейскую авиацию. На учения привлечены воинские части и подразделения сухопутных войск, сил воздушной обороны, сил специальных операций, специальных войск и материально-технического обеспечения. Участники стратегического командно-штабного учения, совершив передвижение в указанный район комбинированным способом, своим ходом, железнодорожным транспортом, на самолетах военно-транспортной авиации, сосредоточились в назначенном районе и приступили к выполнению учебно-боевых задач. Передвижение войск железнодорожным транспортом осуществлялось по 3 направлениям, где были задействованы более 20 воинских эшелонов. Автомобильным транспортом в составе 8 колонн марш совершили более 400 единиц военной техники. Протяженность движения от 300 до более 1000 километров. На месте проведения учения смоделирована обстановка с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, приближенная к реальным боевым действиям. В районе проведения учения на полигоне Коктал развернута центральная база материально-технического обеспечения, где созданы склады продовольствия, вещевого и технического имущества, горюче-смазочных материалов, боеприпасов для потребностей боевой деятельности группировки войск. Также развернут передвижной мобильный военно-полевой госпиталь, оборудованный высокотехнологичными модулями. Отмечается, что стратегическое командно-штабное учение Айбалта-2019 проводится на учебном полигоне Коктал в Алматинской области и продлится до 3 мая текущего года.